Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр, компания «Центр домостроения». Мы находимся сейчас в местечке Дырнас, дачное сообщество Вурдис. Заканчиваем строительство дома из бруса. Сейчас мы вовсю делаем кровлю. Посмотрите, как активно у нас идут дела. Принесите ковер, пару бухарей. Шикарно, шикарно. Дело идет. Идет стремительно. У нас пошла специально гидропароизоляционная мембрана, которая будет защищать утеплитель. Вот отсюда, с этой стороны, влага, конденсат уже не попадет в утеплитель, что очень важно. И утеплитель будет долгие-долгие годы выполнять свою функцию, сохранять тепло в доме. Сырой утеплитель не сохраняет тепло в доме. Прекрасно. Бруски. Между этими брусками будет выдуваться конденсат. Это тоже прекрасно. Вот для этого мы и набивали данные бруски. А вот эта обрешетка, на которую сейчас будем укладывать металл. Дела идут, и это замечательно. Капельники. Сделали вот такой капельник. Вода вот здесь с металла будет скатываться по этому капельнику. Потом попадать, если вдруг, вот на эту металлическую часть. То есть вот этим металлом мы защитили доску торцевую, которая под ней идет. Здесь уже спокойно можно делать водосточную систему. Все надежно, все защищено. Все деревянные конструкции, которые могли гнить, мы их сейчас закрыли вот этим металлом. Прекрасно, прекрасно, шикарно. Не, прекрасно все. И вот у нас есть еще торцевые планки, которые тоже установили. Вот так они выглядят. Данная поверхность у нас готова к настилу металла. И у нас останется еще конек. Здесь есть особенность дома. Особенность заключается в том, что фронтоны у него из бруса. Скажете, а в чем особенность? Особенность в том, что, смотрите, брус-то доходит до конька в этой части, да, в средней части дома, в центральной части дома. А в боковых сторонах дома брус поднимается не на большую высоту. Получается разность усадок, да? Но крышу же поведет. Если идет разность усадок. Логично же? Логично. И чтобы крышу не повело, чтобы она равномерно усаживалась, мы применяем не жесткие крепления, а применяем вот такие скользячки. Вот такие скользуны. То есть крыша, если она усаживается, причем это везде, видите, ниже, выше, не жесткие уголки, как мы обычно применяем, а вот такие крепления скользящие. Видите, да? Стропила, то есть как только брус этот будет уменьшаться, уходить вниз, следовательно, стропила будут уходить в ту сторону, в эту сторону и в ту. Следовательно, если мы прикрепим стропильную систему жестко, эти стены будут выдавливать наружу. Чтобы такого не произошло, мы делаем скользящую систему. То есть надо все учитывать. Можно такого не сделать, и увидите, как стропильная система, то есть кровля, будет разрывать стены. Они будут уходить наружу. С отделкой совсем подряд. Ну, надо заранее все продумывать. Мы изначально делаем скользящую систему. Потом, когда дом усаживается, дал уже нормальную усадку, мы понимаем, что подвижек уже таких не будет, мы можем стропильные ноги уже закрепить жестко. На уголки усиленные, там, с глухарями, с хорошими саморезами, гвоздями. Но это уже после усадки. Так, с этой стороны у нас кровля тоже уже готова. Посмотрите, какая красота. Замечательно. Все четко. Все готово уже к настилу. Дорогие друзья, если вам необходимо построить шикарный дом или сделать внутреннюю черновую отделку, обращайтесь в компанию «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Приходите, проконсультируем, все расскажем, все покажем. Будем рады построить и вам дом вашей мечты. До встречи на консультации.